В начале встречи глава администрации Сухума Беслан Эшба выступил с отчетом о работе за первое полугодие 2022 года. Исполнение бюджета столицы, экономические и социальные вопросы, благоустройство городской территории, энергетика и криминогенная обстановка. Был затронут широкий круг тем. Доходная часть бюджета столицы за первое полугодие 2022 года выполнена на 113%, сообщил Беслан Эшба. При плане 571 миллион 471 тысяча рублей поступило 645 миллионов 590 тысяч рублей, что на 74 миллиона больше плана за первое полугодие. Из них при плане собственных доходов 495 миллионов 468 тысяч рублей поступило 570 миллионов 752 тысячи рублей, что составляет 115% от плана первого полугодия. Межбюджетные трансферы из республиканского бюджета в виде субсидий поступили в размере 29 миллионов рублей. 92 миллиона 200 тысяч – это та дотация, которая идет социальному блоку за счет средств Российской Федерации. 39 миллионов 50 тысяч, я по этой цифре потом отдельно остановлюсь, это выделенные средства из резервного фонда президента. Я их расшифрую, просто хочу пока цифры перечислить. Так? Ну и 2 миллиона рублей выделена также дополнительная помощь Кабинета министров. Расходная часть бюджета за первое полугодие выполнена на 85,4%. При плане свыше 687 миллионов рублей профинансировано более 587 миллионов. В рамках реализации инвестпрограммы 2022 в Сухуме проведены различные ремонтные работы. Среди них прокладка магистральных водоводов на сумму почти 300 миллионов рублей, установка и замена ливневой канализации, ремонт водопроводов, асфальтирование. Осень, зима и весна. Погодами нас не баловала. Ребят, которые занимаются строительными вопросами и асфальтированием, там тоже было немало проблем в том плане, что пока грунт не готов к асфальтированию, были некоторые задержки, затяжки и так далее. В всяком случае, сегодня улица Абазинская по асфальтированию выполнена на 100%, асфальтирование по улице Гулия выполнено на 100%, остались работы там нескольких кварталов по плитке. Значит, эти работы не были запланированы сразу. По улице Джонова идет укладка второго слоя, там процентов на 90 работы выполнены. Но думаю, что до конца месяца все это дело уже будет завершено. Глава города также сообщил, что в рамках инвестпрограммы на 2023-2025 годы в столицу будет направлено порядка 745 миллионов рублей. Это самая большая цифра, которая в город Сухум направлялась за все время. 580, теперь 700, может быть, дальше в перспективе будет больше, будем надеяться. Будет ряд мероприятий реализовано, несколько улиц, не буду называть, дабы не вызывать ни у кого ревность и так далее. Туда же входят работы, конечно, по укладке плитки, по тротуарам тех улиц, которые отремонтированы. Я сказал, что я к этому вернусь, поэтому вот вам докладываю. Жители столицы задавали главе государства волнующие их вопросы. Один из них касался состояния и перспектив такого знакового места, как гора Фуникулер. Это огромные деньги. Тут силами города невозможно вытянуть. Понятно, что мы хотели бы, чтобы одно из культовых мест нашей столицы было приведено в порядок. Но пока сказать, что там, в ближайшие 2 года мы можем сделать все, что там было, я думаю, что это будет безответственно делать такое заявление. Но если вы обратили внимание, мы с этой горы и начали. Ваш мэр только что поинформировал о том, что башни будут подсвечиваться. Потихонечку, конечно, будем приводить в порядок все, но нужны деньги. Все упирается, к сожалению, в наши возможности. Еще один вопрос касался реформ, в частности, в сфере здравоохранения. Будет ли предложен план реформ конкретными шагами, расписанными хотя бы для обсуждения? Я уже не говорю о реализации. У нас такой документ подписан в 2016 году. Программа социально-экономического развития утверждена указом президента Хаджева. С 2016 года, с марта или с февраля месяца. Вот такой документ очень объемный, даже в 2 раза больше, чем вот такой. Но ничего не поменялось. Я совершенно по-другому на это смотрю. Мне более близка программа, которая была разработана
бывшим Министерством экономики и нашей диаспорой. 25 шагов. Мы направили в парламент, в новый созыв, вы, наверное, этого не знаете, соответствующие документы. И мы хотим как раз-таки создать корпорацию развития Республики Абхазия, в основе которой будут вот эти 25 шагов. И там все прописано последовательно и как себя вести. На встрече также прозвучал вопрос ратификации соглашения о передаче госдачи Пицунда. Если это решит положительно, допустим, какая целесообразность для Абхазии? Если это отрицательно, насколько повлияет наши взаимоотношения с Россией и в курсе ли всех этих событий президент России? Руководитель Российской Федерации в курсе. Более того, этот вопрос стоит на повестке дня более 10 лет. Были неоднократные обращения со стороны руководства России. Любому руководителю Абхазии, тем, кто был, тому, кто есть, и тем, кто будет завтра, принципиально важно иметь возможность, частую возможность для общения с президентом России. На этой государственной даче, в мою бытность председателем СКБ и сейчас, депутатом, президентом, только то, что помню я, Владимир Владимирович там был трижды. Он туда приезжал, там обычно проходили встречи президентов России. Там была возможность ставить вопросы, обсуждать вопросы, в том числе вопросы, имеющие отношение к обеспечению нашей военной безопасности и так далее. Исходя из этих факторов, для нас важно, чтобы и дальше эти контакты продолжились, и чтобы это было место, где часто, или там самое любимое место руководства России, чтобы было таким местом, чтобы мы имели, мы же приходим, как правило, решать вопросы Абхазии для граждан Абхазии. И это очень важно. Если соглашение не будет ратифицировано в силу разных причин, это создаст негативный фон, совершенно точно. Потому что так уж получилось, что у нас к российской стороне просьб значительно больше, чем у руководства России к нам. И проблем у нас значительно больше, которые мы решаем с их поддержкой. Подобного рода встречи президента с общественностью уже прошли во всех районах Абхазии, за исключением Галского. Эсма Гуланце, Алексей Баструков, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.